Ну, давайте начнем сначала с истории появления лоскутного шитья. Вообще лоскутное шитье раньше изделия из лоскутов шили в целях экономии. Потому что, сами знаете, да, ткани какие дорогие были, доставать было сложно. Вот кто-то дома вот изнашивается одежда, там остаются целые куски, бабушки из них шили одеяло, допустим, да, что-то вот для дома, для быта, на лавочке, на стульчике, допустим, сидушки шили. А сейчас мы это все создаем из новых материалов, потому что сейчас растет спрос на такие изделия в этническом стиле. Особенно у нас у казахов. Я вот историю поизучала, вот я всегда ссылаюсь на авторов, на наших, которые вот казахстанских, которые изучали эту тему. У нас, как кочевые люди, в основном выделывали кожу и шерсть. А лоскутное шитье для Казахстана – это самое последнее вот ремесло, которое вот у нас начали делать. Потому что у нас ткани тоже поступали в Казахстан через шелковый путь. И вот с тех времен у нас осталась вот эта традиция дарить ткани на одно платье. Да? Помните, вот наши бабушки делали, и сейчас, не знаю, есть, нет, ну, по крайней мере, у казахов до сих пор сохранилось, допустим, уважаемый кто-то приходит в гости, обязательно ткань какой-нибудь, отрез ткани для, ну, в качестве подарка. И вот, а меня вовлекло вот в лоскутное шитье моя бабушка. Я помню, вот маленькая, я еще где-то в школе еще не училась, она сидела всегда, шила, унгер называется, вот это нагрудники. Раньше бабушки все поверх платья нашивали почему-то вот такие нагрудники, а их делали из ткани, которые раздаривали во время похорон, во время свадеб. Вот приносили ткань, разрезали на мелкие, ну вот на такие буквально куски и раздавали всем гостям. И вот бабушка моя собирала их, и в один день садилась за них, как-то их сочетала между собой, в полосы отрезала и шила вот такие на подкладе нагрудники. Я еще интересно спрашивала, я говорю, ты зачем их столько много шьешь? Оказывается, была у нас у казахов традиция, когда вот человек в пожилом, очень глубоко пожилом возрасте умирает, люди стараются от него что-то вот на память оставить. Табарек называется на казахском. И вот она говорит, ей было уже тогда где-то под 80, она говорит, вот когда я умру, будете раздавать бабушкам вот эти унгер. Пусть они себе носят изделия, которые я сшила. И вот мне было интересно, и потом вот уже в сознательном более возрасте уже начала шить по дому, но я не знала технически, как правильно это делать. Очень много изучала, и вот нашла мастера в Алмате у нас, Гульмира Уалихан, она член Союза ремесленников Казахстана, много раз представляла наше государство заграничных, вот, международных, в разных выставках. И вот я у нее в 2018 году и в 2019 году дважды прошла курсы. Ну, и так вот более или менее разобралась, вот как, что делается, вот технически правильно. А сегодня я захватила образцы, просто для интереса. И захватила немного ткани, чтобы показать, вроде бы казалось, самый простой блок, допустим, вот квадрат из двух треугольников, но его можно, вот столько вариантов можно делать из него изделий, вот из одного только блока. Поэтому я вот захватила, и вот захватила вот этот недошитый вот этот блок, тоже из равномерных треугольников. И вот как... Да, чтобы идеально так собрать, как надо сделать, вот как бы все равно наше мероприятие сегодня называется мастер-класс, ну, чтобы людям было понятно, сразу наглядно, чтобы показать. Вот, чтобы создать вот такой треугольники, я беру два вида ткани, темный и светлый, контрастные, чтобы они как бы отличались друг от друга. И из них прошиваю вот такой рукав, с двух сторон вот прокладываю строчку, потом беру их. Сейчас покажу вот здесь на примере. Есть вот специальные линейки для пэтчворка, есть специальный мат для защиты рабочей поверхности. Это нож специальный. И вот разрезаю на одинаковые абсолютно блоки, детали блока. И прежде чем их сшивать друг к другу, чтобы не запутаться, чтобы не перепутать стороны, я их беру вот так,
Конечно, здесь был бы утюг, было бы вообще прекрасно. Всегда гладим на темную сторону. Вот так. Вот так раскрываю, вот так глажу на темную сторону и раскладываю по краю стола. Вот так. Между собой я их, чтобы пришивать, вот так скалываю. Вот уголочек к уголочку. Вот так сколола. И прошиваю на машинке. И тогда у меня получаются вот идеально одинаковые детали. А раньше, пока я не обучалась, я этого не знала. И у меня они как бы скакали как бы. Не всегда идеально ровно получались. Но если что, сейчас после мастер-класса можете сесть, попробовать, да, пришить вот так. Это вот эта деталь. Ну вот еще второй блок, который я вам рассказывала, могу показать сейчас тоже. Вот для него берем одинаковые квадратики. Ну, допустим, 10 на 10 сантиметров. Так, давайте побольше сделаю, чтобы вы сами потом раскладывали разные вариации, посмотрели. Так. Для удобства вот так. Для экономии времени делаем оптом, сразу по несколько штук. Что удобно в этих инструментах, здесь разметка в сантиметрах, а здесь в дюймах. Кому как удобно, вот работаем. Так, вот я сделала 4 розовых, сейчас 4 голубых сделаю квадратика. Вот так складываю для удобства. Вот. Можете подойти, да, поближе посмотреть. Вот. Равное количество сделаю, вот голубых и розовых. Вот это у меня лишнее. Так, теперь для удобства, чтобы они ровно получились, я беру вот один из них. Беру ручку и прокладываю вот такую линию по диагонали. Вот этот материал хлопковый, он американский хлопок. Есть еще корейский и польский. Они очень хорошего качества, дают очень маленькую усадку, и краска устойчивая, не выцветает, не выгорает. Для этого, для пэтчворка используем вот его. Теперь берем вот их лицом к лицу, их компонуем и вот так закалываем. В 2-3 местах. Прямо ровно-ровно друг на друга накладываем ткани. По диагональной линии строчим? Рядом с линией. Рядом с линией с двух сторон. Для того, чтобы диагональ разрезать. Да. И тогда у нас получаются ровные. Ну, казалось бы, да, мы все сделали одинаково, но после того, как прошиваем и разрезаем, и гладим, они деформируются, и нам придется все равно их осноровывать, каждую детальку. Вот беру вот так, ложу. Да. Край лапки ложится рядом с этой линией.
И вот начинаю шить. А, у меня так, строчку неправильно поставила. Так, здесь вот так. Так. На 0,5, да? С По краю. На ширину. Да, на ширину припуска. Вот. И паровозиком все. Давайте я встану. Ага, попробуйте. Ой, Я сейчас волнуюсь. Не смогу. нет, сможете. У меня тоже бернина, но у меня бернина. Если сама бернина, то вообще лучше. Ой, она так грохочет. Нет, просто как бы это из дочерней компании, как бы компании Бернетте, а основная бернина. А, Да. Мгм. И вот так паровозиком друг за другом. так нежно идет машинка. Это я тут еще. Педаль же у каждого своя. Мне вообще как машинка. Звук, да. У меня прям грохочет. А. Как трактор. Не знаю, я верлок купила, так тоже, блин. Сразу не удаляйте, это на моменте, Да. потому что лапка сдвигает их. Да. Сюда. Ага. Че, немножко, наверное, можно это, да? Туда подлезть? Нет, желательно одинаково. Желательно одинаково, а то у вас блоки получатся Нет, разные. я имею в виду это ближе. А, туда, поближе? Да, конечно. Так удобнее. Так. Давайте сразу с другой стороны. Да, я поняла. На поток поставить. посидеть Да. весь день, 8 часов. 1,5 миллиона штук отшил. Да. Самое тяжелое это вот когда 200-300 экземпляров этих деталей, каждый отдельно гладишь и каждый осноровываешь. Вот самое плохое, что утюг я сегодня забыла. Ничего страшного, мы это Мы поняли. да. Ага. Что перекат сделать, да. А здесь с одной стороны. Я просто для мастер-класса сделала побольше деталей. Я вот еще с треугольниками тоже не все поняла. Вот, Вот этот Потом, сможете да. сейчас сделать? да, хочу. Мгм, давайте я вам В разрежу голове еще. осталось. Сейчас разрежу, приготовлю, и вы следом же их это. Вот смотрите, вот на этой Да. линейке разные же линии есть. Я вот смотрю, вот вершина вот к этому краю. Это равнобедренные все. Да. Смотрю, вот здесь вот по одной линии они, чтобы лежала. Ой. Давайте я порежу. Угу. Тогда Оценить. вот так ровненько. Ножа у меня тоже такого нет, и коврика тоже такого нет. А, Да, коврик, он он специальный. самовосстанавливающийся. Я вообще этому поражаюсь. Да. Но когда долго используется, от себя надо, от себя. Да. Ножом от себя. Такая я здесь. Смело. Как будто хлеб режете прямо. Смело. А что, Ой, смело. Вы на линейку надо. сильнее давить, что ли? Да, посильнее. Прямо вжик. Так я вроде давлю. О, Вот здесь не разрезали, там уже было слышно. ну. Давите. Не просто А катайте. обратно не пойдет, да? Вот так не надо. Назад, вперед не надо. Только в одну сторону. Желательно. Прямо смело. Давайте я покажу. Как. Вот Давить держите. Вот этот ножик возле линейки. Все. Вот так. Вот здесь мы немного взлохмотили. Угу. Сейчас я уберу вот эту то, что мы испортили. Там монтаж сделаете, наверное, да, излишки уберете из видео. Это же технический процесс. Ага. Вот давайте еще. А, все, я поняла. Поняли, да? Ну давайте, да. Я как бы на нож тоже это смотрю, но... Так, давайте вот это подальше. Угу.
уголочек сюда прямо к краю. И вот здесь у нас вот по этой пунктирной линии у нас лежала линейка. Вот так. Вот этой рукой давим, а той рукой здесь не разрезали. Подождите, подождите. Ну, по звуку понятно. А почему? Так я говорю, там как-то... Все. Нет, не разрезали. Все, разрезали. Давайте еще раз. Вот еще на один. Нет, это просто сноровка нужна, да. Смело прямо режьте. Вначале не разрезали. О, все, кажется. Ай, нет. Нет? Знаете, это сноровка нужна. Однозначно. Когда ко мне на курсы девчонки приходят, я им даю черновики. Я говорю, режьте как хотите, говорю, полосами, квадратами, как хотите, говорю, чтобы рука привыкла к ножу. Потому что я вообще первый раз в жизни такую взяла. Ну, давайте. Смотрю, Два раза. Ну ничего, все равно можно решить. Ага. Экономия. Так, все, А вот вот здесь это вот вот. можно вот попробовать вообще, вот что нож представляет. Ага, вот видите, да, Прямо смело. да, Смело, как ножом дома режете хлеб. да. Так же. Желательно в одном направлении. ну в одном, а что, неужели не от себя наоборот? Надо от Неудобно себя, будет. да? Желательно от себя. Ну Вот да. видите, как хорошо, да? Ну, надо немножко поучиться. Посмелее. Да, Да, посмелее. Ну-ка, можно я вот, если Да, вот да, это пробовала? берите, режьте, Для режьте. меня как бы Вот, кстати, я к себе вот тоже это не вот, да, это давить удобнее там. от себя тяжелее, да? Да. К себе. Да? Вы наоборот держите. Ага, вот так. Как-то против этого. У меня все равно страшно. Нет, сколько я наблюдаю за мастерами, все от себя режут. Так. Там, знаете, треугольники, чтобы не запутаться, вот раскладываем как? Берем край стола, Так, а вот здесь вот так. Что это? а это просто открывается. Вот так открывается. Вот гладим на темную сторону. Темную. Так, подождите, вот так вот на темную сторону. Сейчас накаточками вот так чуть-чуть поделаем для удобства. И берем одинаково их раскладываем сюда, вот по краю стола. Вот так, да? Вот так, да? Вот так положите, вам будет Всё, понятнее. поняла. А потом, когда пришиваете, вот так друг на друга накладываете и проверяете по уголочкам. Уголок в уголок, чтобы сошелся. Уголок в А то я вот уголок. вечно вот этим как бы... вот, мне Подождите, кажется, вот я вам сейчас Да, покажу. я поняла теперь. Вот так. А этот уголок проверяем. С этим Вот так. уголком. Вот так. Всё. Вот так. Тогда сошлись они. Да. И у нас припуск при шитье должно быть одинаковый. Ну, я тоже поняла, Да. когда нашла Тогда, в лавке, да. тогда, когда будете осноровывать, да, и сейчас уберем в конце. А вот же еще у нас треугольники, если хотите. Ну, Скалывать. давайте я вам дам, вы сделаете. Не, я шить не буду. Нет, скалывать на темную сторону, вот так, ага. Ноготочками немного разгладим. Угу. Теперь у нас как они были, находились, вот так. Желтый вот низом вот сюда, нет, вот так, да. Вот. А теперь вот так лицом к лицу положили, уголочек к уголочку, да, вот так, и скалываем. Чтоб вот так, да, проверьте, уголочек к уголочку. Не так, а вот к строчке вертикально. Вот это, к этой строчке, вот, которую будем сейчас накладывать, вот здесь. Ну. Не, подождите, перпендикулярно. подождите, перпендикулярно, ой, простите. Вот так, отсюда. Нет, да, вот так, вот. Ага. Все поняла. Поняли, да? Ага. Нашли? Давайте я вам дам еще шить, знаете, резать вот эти штучки дам. А вот смотрите, мы же за это... Да. Нет, это у нас только для проверки мы закололи. А при шитье его обратно на место ставим и шьем. То есть корректируем. Да. Вот теперь можете взять вот эту линейку и по вот этой диагональной линии разрезать. Давайте вот эти излишки уберу. Так, вот так. Линейку давим, нож наоборот держите. Нож наоборот. Нет, вот так. И под углом 45 градусов. Ага. Не вот так прямо. Да.
О, вот так разрезали. Видите, как получилось? Вот. Ну, нам не получалось сначала из-за того, что у нас нету здесь вот это. Что если бы мы где-то вот отсюда начали резать, мы бы разрезали. Ну, я вообще такую нож впервые в жизни Да. в руках держу, Я поэтому, видела, а в руках, конечно, тоже не держала. поэтому как бы это... Интересно, да? Наловчиться. Да, вот я сейчас стала Вот. чувствовать нож. Да? Вот когда- Даже по звуку понятно, да? Да. Вот такая интересная у меня работа. Да. Уже 7-й год. А что у меня и вот так, как-то не так? Потому что... Нафиговали. Да, При сборке что-то пошло не так. пошло не так. Они как-то вот так просятся они. Да? В одну сторону не собирают. Нет, в принципе, можно собирать, как, Подождите, как Не, вот ну я сейчас. понимаю, Если да. это они у нас не Нет, собрали? здесь как бы еще кусочек. Нет, вот ставят. он. Поэтому кусочка не хватило. Ну, Вот он. и Вот ему сейчас же мы- пары-то нет. Нет, можете вот это сюда. Вот теперь вот так, к этому собрать. Но в любом случае у всё нас равно здесь его что-то не так. вернуть. Ну, Так, как- сейчас это мы... Нет, подождите. Нет, сейчас мы распорим. Нет, подождите. Этот же вот так вот встанет. Нет, не получается. А, Сейчас. что, в чем мы ошиблись? Ну, где-то неправильно разложили. Прежде чем пришивать друг друга, обязательно надо раскладывать. Короче говоря, их надо полностью Да, да, да. линию сделать нормально. А Да, потом разложить, уже тогда попарно удобнее будет. собирать, да? Мгм, мгм. Да, мы просто вообще не задумывались, как оно там дальше должно быть. Давайте я тоже повторю. Так, теперь знаете, вот как мы изначально делали? Вот этой желтой стороной вниз, а вот это вверх смотрел. Сначала желтое вот так, Ага. потом вот этот желтый. А с какой А мы не с той стороны закололи, получается. Не с той стороны закололи их друг к другу. Поэтому путаница пошла. закрепки ставите, да? Не, Закрепки, прошьется дальше. да, обычно вот в конце где-то вот, когда уже собираю, Полностью да. полотно уже. Ой. А вы что-то как левша шьете. Ну, а что-то мне... Смотрю, даже не знаю, как сказать. Это я Потому что не под ту сторону как-то было заколото все. еще, видите? Нет, лапка же здесь, видите, иголка стояла на этой. Ага. Надо У нас было еще её сюда припуск получился, видите, разный. Разный, да? Да. Теперь что мы делаем? Вот, чтобы они у нас были блоки одинаковые, вот так проглаживаем сначала. Потом на линейке есть вот такие линии: 30 градусов, 45, 60. Здесь мы берем 45 градусов, и вот эта линия у нас ложится вот прямо по этой линии. Равняем, короче, Да, по лекалу да. всё, Потом смотрим, вот чуть больше 9 сантиметров. Значит, Всех у нас под 9 подогнали. под 9 будем вот так основку делать. Вот так. Короче говоря, без линейки и коврика и такого ножа, ножницами ты тут Да, желательно, не жела- захочешь этим заниматься. желательно, конечно, иметь вот эти специальные инструменты. Да, потому что иначе чертить, потом только чем-то вырезать, Так, это вот так. совсем... Следующую беру. Здесь, возможно, будет меньше 9. Да, меньше, возможно. Тогда будем и это уменьшать, чтобы под один размер их подогнать. Да, до 9 не достает. Вообще инструменты хорошие. Это половинка. Получается, мы тот блок тоже сейчас подогнем под этот, подгоним под этот размер. Вот так. Смотрю на эту линию и 8,5. Вот здесь пунктирные линии, вот здесь 8,5. Вот так положила. Вот так. А здесь могу с одной стороны только вырезать, ничего страшного. Под 8,5. Ну да, потому что та сторона уже... Это Да. тоже, да, распустить? Нет, там, кажется, не надо. Остальное вроде нормально. Вот так. Будете осноровать? Вот эту делать. Давайте я вот это уберу, чтобы нам не мешал стульчик. Так, вот желтой стороной вниз. А что вы это разобрали?
Так, а вы сказали распустить, я распустила. То, что надо было, я уже распустила. Так, теперь, так, желтый у нас вот так смотрел, коричневый вот так. А, я полностью все распустила. Да, рукав распустили вы, короче. поняла. Ну. Вот так, лицом сюда, переворачиваем. Ну ничего, сейчас можно его прошить. Сейчас это, Долго ли он? да, дошьем и потом еще раз прошьем рукав. Что вы сказали, сюда, да? Сюда. Ага. У нас вот эти ткани продаются только в Алмате и Астане. Есть магазины, которые специализируются на этих тканях, я оттуда заказываю. Частично я с России заказываю. Я знаю На сирийские Валбересе ткани. стоковые вот эти же остатки Мешки есть, наверное, мешками, тоже да? можно. Да? Сток, мешки. Я там не беру, потому что, знаете, когда я Неизвестно, шью... что засунут, да? Да. Нет, не то, что неизвестно, просто иногда там же мелкие куски, а иногда создаешь что-то вот как картина, и тебе вот не хватит одного цвета, допустим. Поэтому я метражом покупаю ткани. Да, уж так. Нитка закончилась в челноке. Челноки закончилась? А внизу можно... Вот здесь есть у меня другие. Любую взять, поставить. Слушайте, так интересно? Такие воркуем А, сумники. Я особенно. О чем говорит, да? Я особенно вообще. Специально пришли люди заинтересованные, вы разбираетесь. Да. Просто пришли, чтобы посмотреть и уйти. Угу. Даже вот здесь прямо так профессионально Вдохновенно. делится вот этими всеми знаниями. Ну да. Прям понятно, что здесь. Я вот сижу, смотрю. Я сейчас хочу вот это быстренько сноровку сделать, чтобы вам показать, как варьировать вот этот блок. Так, это... Нет. А, нитку? Да, да, правильно, сюда, теперь сюда. Нет, я вижу. Да. Просто вот Стрелочка. Оп, и выводим. Вот, потом вот по этому же лобку. Ага. И вот здесь вырезать. Ага. Вот здесь ножик есть. Да, Что, вот его здесь. отрезать? Да. Вот прямо от себя. Сейчас. С такой заправкой я тоже первый раз сталкивалась. И что, не надо вытаскивать? Нет, она сама выводит. Сейчас- Нет, почему можно вытащить? Нет, вообще. Маховиком. Нет, надо вытащить Надо, да? сначала. Да, маховиком иголку вниз спустите. Подняли, подтяните и Ну, ниточку. я Вот. поняла. Ага. Просто есть такие, как бы, машинки. Автоматически, да? Что вообще, да, ее можно не трогать, она сама. Жульдеса, можно спросить? А вот, допустим, лапка вот именно вот такая, да? Нет, Да, это... прям обычно. Нет, обычную можно. Это я из-за своего зрения. Здравствуйте. Проходите. Ома. Нет, вверх. Нет. Что там случилось? Да нет. Заживала? Нет, я поставила... Да не маховик не нужен. Вы, кажется, строчку, да, один раз? Я думала, это сдвижка этой, иглы. Вот здесь. Так, сейчас, подождите. Здесь что показывает? Двойка. Двойка, нормально. Ну-ка. Все шьет же. Ой, подождите. Во-первых, А почему вот так ушли вовнутрь? Ну-ка, подождите, я сяду, посмотрю. Ножницами. я хочу выйти нам сразу. Нет, я не поняла, где здесь это иглу-то, положение иглы относительно. Положение. А, вот она, по-моему. Нет, Нет. вот это. Вот это. Вот это вот Ширина шаг. шаг. Это ширина. А иголку здесь нету такого. Направо-налево вот такого В нету, да. одной позиции, да? Да. Поэтому мне с этого края неудобно, что я как бы хочу поплотнее, чтобы не такой широкий край был. Ну пусть будет. Для сноровки хорошо, когда... Так, а что ширину? Что-то мне показалось, что слишком мелко она. Это вот, смотрите, 2,5. А, вы хотите побольше, да? Да, тут что-то оно там. Край лапки надо вот сюда. Край лапки вот Край сюда. это вообще много будет. Пусть будет. Это, знаете, удобно, когда будем основку делать и пришивать друг к другу детали. Тогда у нас останется место хорошо.
Здесь почти сантиметр, наверное. Здесь тоже какая-то ширина большая. Поэтому Пусть, мне пусть, не пусть. понравилось это дело. Мгм. Поэтому я и пыталась найти, как углу передвинуть. На этой машинке такого нету. Поняла. Сколько метров ткани какой стоит? Где-то от 5 начинается. Ширина 1,10 м у них. Да, узкая ткань. Но. Что-то так криво? Или просто этот еще не резан? из-за этого? Ну, есть Там, немного. Да, припуск разный получился. Ну, это с первого раза, Да, без подготовки, без да. произведения искусства. Все равно уже видно. Да. И знаете, девочки, я когда стала выезжать сейчас за пределы Казахстана, вот куда бы ни приезжаю, смотрю рукодельные изделия. Так она везде, наверное, креативная индустрия, она везде, и в России, где еще? Куда? Нет, даже вот за рубежом, даже в Узбекистане недавняя была, там в основном керамика. А вот таких вот, как текстильных изделий я много не нашла. Везде вот футболки с напечатанным рисунком или что-то такое. Ну, и поэтому вот когда тоже обратила внимание, когда участвовала в 5-х этих играх кочевников в Астане, на ярмарке я участвовала, наши изделия в основном покупали иностранцы. Наши местные побежали покупать то, что вот из барахолки, вот китайское, вот это вот, киргизские изделия готовые. А наши вот эти рукодельные изделия в основном покупали вот иностранцы. У меня вот подушки были, сидушки на стуле, по мелочи то, что я повезла. Все иностранцы забрали. И тогда я поняла, что есть будущее. Да, востребовано. Если к нам придут, допустим, туристы, нам будет не стыдно вот это все показывать. Потому что чтобы не ширпотреб был. Да. А вы давно этим все занимаетесь? С 19-го года. Нет, в 18-19 отучилась, вот как технически правильно шить. А вообще вот с детства я шила. Но вот технически научилась вот в 18-м году. В 19-м году более сложной работы научилась. И в 19-м году в сентябре открыла мастерскую на Потанина 14. У меня есть мастерская там. Замечательно. А чем раньше занимались? Я вообще была на государственной службе. Да. Педагог по образованию, второе образование юрист. Последнее место работы – это департамент полиции области. Ну здесь только вот машинка, рука нельзя, да? То есть только машинкой, да? Ну, в основном машинка сейчас, да. Потому что здесь все так аккуратно, у вас выстрочено. Это тоже целое искусство. Раньше шили-то, когда девчонками были? Ну, я тогда шутя говорила, я шью все, что прямо шьется. А к этому я пришла вот где-то лет 7-8 назад. Вы где-то увидели или просто сами? Ну, сейчас интернет же. Все перед глазами по ленте бегает и это. И очень много сейчас сообществ разных. Так, вот эти, давайте, девочки, я покажу. Вот их несколько штук же, вот их можно варьировать по-всякому. Вот, допустим, можем собрать вот такой блок. Летящие гуси называются. Вот так. Вот такие треугольнички. Так, вот так. Даже я сама путаюсь. Вот так, да? Вот треугольники вот синенькие вот так пошли. Да, елочкой. Или можем собрать, знаете, как сейчас? Вот так, ромбиками. На середку вот ромбиками.
можем вот так собрать. Или цветочками можем собрать. Так, сейчас я покажу. Так, как же, вот. Вот так. Помните вот это восьмиклинный цветочек? Так, вот так сейчас. Цветик, семицветик, как вот раньше на палочке крутился, да? Так, сейчас вот так. Это вот так тогда должно быть. А здесь можно много же обрезка остается, да, когда шьешь. Да. Можно использовать, да? Да, Но в этом весь смысл. да. Я вот, лежат вот у меня прихватки, игольницы. Это вот из проектов остаются мелкие кусочки вот такие ткани, чтобы их, они не потерялись где-нибудь. Я их вот беру, превращаю в изделие. На ярмарках очень хорошо берут. И вот для того, чтобы вот это вот собрать, надо сначала вот эту Сна- полосу сделать, потом Да, эту да, да, да. полосу. Да, и потом друг другу. между собой. Да, между собой. Иметь, да, это как называется? Это мат. Да. Матрица, да? Мат так называется, да. Это линеечки специальные для пэтчворка. Это специальные линеечки. Они бывают еще много разных форм. Ну вот я для образца сегодня 2. У казахов же тоже есть это элементы пэтчворка, когда Курак, из, да. из кусочков, да, войлока, да, составляют. Нет, войлок это другое, а курак это вот из ткани, когда шьют. А из войлок это сармак. Даже вот я такие коврики видела. Да, из войлока валяют, потом для прочности, чтобы он дольше служил. Да. Сармак и срада вот это вот как бы стягают вручную. Ну, стеганые такие я видела и коврики тоже. Да. Да, здорово. Вот их одинаковым припуском надо шить. Потом я покажу. Можно ножницы? Так. Вы как сделали? Вот так, да? Между собой все. Вот так, да? Ага. Я обязательно закалываю. Потому что, знаете, лапка же гладкая снизу, а Соскакивает. снизу идет как бы зубчики. Они по-разному тянут ткань. Да. И они съезжают друг от друга. Вот теперь, чтобы они хорошо... А эти в разутюжку делать? Да. Да, обязательно. Каждый. В разные стороны я делаю. Вот так в разные стороны сделала. Потом вот смотрю на этот шов и на этот шов. Прямо совмещаю, да. И обязательно закалываю. Тогда у меня получаются прямо идеально ровные блоки. Плохо, что мы сегодня без утюга. С утюгом было бы еще идеальнее. Вот так. Так. Что еще рассказать? Что? Нитка выскочила. Или А. кончилась верхняя. Вот так. Какие изделия вы делаете, кроме вот сумок, кроме этого? Одеяло в основном. Потом... Покрывала, да. да. Палочки для подушек, да? Да, декоративно. Так, подождите, давайте вот это сначала поднимем. Вот так. Вот вниз спустились. Сюда. Я вижу постоянно. Ага. Зацепили за него. Не, она сломалась, поэтому я убрала. А мне прям это было такой кайф. На второй машинке у меня есть Подружки автоматическая, да? увидела такое, думаю, Да. блин, надо же. Отсюда назад, ага. Я знаю, только я не попаду. Давайте я вам заправлю. Давайте я вам заправлю. Точно не попаду. У меня обучалась одна девушка, она вообще никогда за машинку, оказывается, не садилась. Ее зовут Рита. И вот она первый раз, когда садилась за машинку, у нее руки дрожали. Я говорю, она не укусит, говорю, тебя не ударит, смело. Все, можно дальше работать. И вот из остатков, вот, допустим, собрала какой-нибудь блок. Вот это у меня вот остался. Я в следующий раз его использую, могу, допустим, вот в какой-нибудь сумочке. Вот так. Рядом другие детали пришила. Наполнитель и плюс подклад. Все простежила, и вот получается сумочка. А это уже стежка идет, да? Да, это стежка. Это, знаете, вот фантазию свою включаю. Вот как захотела, так и сделала. И вот это тоже стежка. Да, это тоже стежка. И вот здесь тоже вот рисовала. Видите, не совсем ровно.
Не, ну вообще вот это вот интересно, да. Ну, Это стежка, чтобы это полотно вместе да. сцепилось. Мгм. Ну, или как? С наполнителем. Да. С наполнителем. А подклад здесь не простеганный. Ага, подклад. А там наполнитель. Наполнитель, знаете, поролон, такой тоненький поролон, и то он вот с двух сторон поролона, еще есть синтетическая такая ткань, он называется алькантара. Его используют для обшивки автосалонов, салон автомобиля. Вот таким метражом продаются в Алмате, я вот захватила. А это все декоративные строчки. У меня вот машинки есть, вот это вот декоративная строчка, вот это тоже. Вот они вот. Ну, вот эти Вот эти вот инструкции. волнистые, все. А это уже просто Это я сама, да. это произвольная. Да, прямой строчкой вот рисовала. А это вот такая жирная строчка есть тоже. 3 раза шагает. Вроде бы прямая строчка, но он 3 раза. Вперед, назад, вперед, вперед, назад, вперед. Крепкий шов называется. Да. Когда штопаешь что-то. Брюки вот эти между ног там туда-сюда. Для него как. Мне кажется, я бы такой не смогла сшить. Вот такой прямо. Вау, у меня получилось. Такой прям. Шикарно. Вот видите результат, Елена Анатольевна? Молодец какая. Подожди, улыбочка это. Да, с улыбкой обязательно. А ну-ка, давай, покажи. Да. Ровненько получилось прямо. Вот сюда. Вот Ну сюда. давай улыбнись. Давай. Делаешь. Ну ты это не закрывай. Да, Юля. А второй можно коричневый сделать внутрь. А 14 это где Марина, да? Да. Вы, по-моему, туда ходите, к этим, Алтай Изумрудный. Ну да. В редакцию, по-моему, вы ходите. Это объединение вхожу. А, видела я вас несколько Я раз там. журналист, я 41 год на студии телевидения. Ну и пусть будет. Первый раз либо. Да, я знаю, да. Нет, зачем разные? Тогда как бы... А еще пэтчворк занималась Между это, собой можно. Ольга Петровна. Ой-ой-ой. У нас в городе есть некоторые мастера, но они себя не рекламируют. Нет, она на выставках была, у нее великолепно она делала. Она прикаркин из войлока делала. И пэтчворк у нее прям платье делала, юбки, все остальное. Леона, Ольга Петровна Леонова, но она ушла из жизни, к сожалению. А, Там кому-то. жалко. Стала вот это кундалини поднимать, заниматься вот этой чупапалой. Хотя, может, просто совпадение. О, мастер. Искусного шитья. Вот здесь, допустим, вот когда мелкие, вообще совсем мало остается кусочков, здесь сантиметры вообще, вот полоски в 2 сантиметра я их разрезаю, из 2-сантиметровых, из 1,5-сантиметровых вот полосок. Собрала вовнутрь кусочек синтепона, вот то, что у меня обрезки лежат. У меня ничего просто так не выбрасывается. Вот нужно так делать эти чехлы для телефонов. Я как-то купила в Фикс-прайс тоже там. Это, я даже... Хорошая идея. Я покажу вам. Это давно я купила. И она даже можно прицеплять, вешать это. Это очень хорошая идея. Они будут хорошо раскупаться. И прямо вот на, или Красиво, на ремешке, это на же каком-то, да? Ну, Знаете, даже можно вот такую вот штучку сделать. кобуру. Да. Да, классно. А ты что здесь помещается? Ну, это для телефона. Сюда один, сюда Ну один. хорошо смотрится, но мне кажется, оно это тяжелое. Нет, она наверху. Телефон. А для меня вот самые удобные вот такие сумочки. Руки свободные. Телефон вмещается, кошелек вмещается. Больше ничего не надо. Посмотрите. Какую? А издалека смотрится. Как рыбка, как чешуйка. Нет, Да, вот что-то такое. плавники рыбки, да? Ага. Здесь, видите, вот из остатков сколько собрано, сколько видов. Вот раз ткань, 2, 3, 4 вида тканей. Из остатков. Здесь вот блок называется квадрат в квадрате. Вот посередине квадрат, потом вот этот квадрат, потом вот этот квадрат, и потом уже вот по краю вот этот пошел. Ну, блок. Вот эти блоки. Еще же главное, надо правильно все разутюжить. Да. В одну сторону. Ну, здесь оно немного у меня уже лежало там. Да. Поэтому так получилось. Шикарно.
Пришли А самые, здесь вот самые. эти стараться в разные стороны? Ну, они в все равно в одну. Нет, вроде Потом середина в разу. Желательно в разные Ну, вот стороны. я тоже Да, так да, да, в думаю. разные стороны. Чтобы там уплотнения не было сильно. Потому что она что-то это зажевывает там. А, машинка, да? Ага. Это желуди. А вот так вот Да, посмотрела, желуди. Мне показалось, девушка, два лица. Вот А. это мужчина, это женщина. Помню, какие-то бюсты, Это что? желуди. Да. Просто интересно, что-то захотелось в глазочек вставить. Это вот еще один вид, вот, как сказать, колодца. Вот из уголочка начиная. Вот так. У меня здесь монохром, одни синие оттенки пошли, видите? А если покрывало такое, да, и знаете, когда смотришь вот на вот эти сегменты, и оно какое-то, как 3D вроде, Да, 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 да. красиво так, прям вообще. А это тот же самый колодец, только от центра по кругу. Вот так пришито. А здесь от уголочка. Вот так сделано. А здесь совмещено два блока. Вот квадрат в квадрате, и потом квадрат. А потом только пошли вот узенькие полосочки. Вот эти вот похожи друг на друга. Вот здесь лошадь, да? Да, да, да. А я вот так смотрю, мне показалось водопад. Прямо вот зелень и вот водопад прямо. Это у меня вот из этих тканей вот маленький кусочек был, я отрезала, вот головку лошадь сюда поставила. Да, красиво. Ну, вообще вот все подобрано прямо идеально. И цветовая гамма. Вот. Вот здесь тоже вот стежка вот это обычно прямой строчкой. Это просто вы сами уже Да, да, стёжку да, делали, да, да? прострочила просто. Здесь вот прямо по этим, по строчкам, по линиям прошлась. А вот такая сумочка что стоит? Ну, я сейчас их по 15 продаю. Ну, вам надо какой-то этот создать. А у вас же Инстаграм есть? Инстаграм есть, да. Найти, посмотреть. Ну, подклад турецкий здесь идет, турецкая сатин. Вообще шикарно. Вот такие изделия. Вот эти два блока я вот это расшила для Станинской. Я вот сейчас у меня есть партнеры, бизнес-партнеры, они выпускают одежду. И вот они не хотят, вот сейчас как делают, вышивку или там налепить картинку. Они мне заказали вот этих блоков 25 и этих 25 я им шила. Они на свитшоты будут их пришивать. Вот это, да? Но здесь, знаете, я заморочилась очень, это с этими миллиметрами очень долго играла, чтобы получить идеальные одного размера вот эти блоки. Да-да. И что сложно, каждый раз надо будет как бы под заданный размер делать. Это получилось у меня в итоге 19... Посчитать, чтобы Да, там да, да. нужный размер был, надо Да. все понять. Для этого я рисую сначала на миллиметровой бумаге. Для того, чтобы размер... Да. А потом с учетом припуска на шов варьирую. Ну, вот эти вот как бы прямоугольные, я поняла, что как бы шов свернул, шов свернул, ну, как бы разгладил. Вот, допустим, вот эту голубенькую сюда пришила, я обязательно Вот эту, основровку сделала. да. Розовую не трогаю, на него вот это пришила, основровку сделала. Пришила розовую, опять основровку сделала. И вот у меня получается вот здесь, по-моему, по 6,5 или по 7 сантиметров изначально были, потом вот сюда еще на эти ушли. А здесь вот если посчитать... Рисунок очень красивый. Вы сами Да, да. придумали орнамент? Или они Ну, я даже- смотрю на эти книги в там у основном. вас там Да, есть, да? да. Здесь, видите, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, 5 полосок. А здесь раз, два, три, 4. Поэтому здесь у меня полосы на 2 миллиметра шире, чем вот здесь. Здесь, когда вот последний я делала, Центральный как бы поменьше. центральный 2,5, вот это 2, вот это 2,5. А вот эти, здесь у меня Эти сшиты, уже равные должны быть. они все равные, но здесь полосы идут размером 2,7 на 2,7. Потому что этого нет, да. Да. Поняла. Здесь получается 5 рядов, а здесь 4 ряда, поэтому Замечательно. 2,7 сантиметра здесь. 2 сантиметра 7 миллиметров. Ну, благо, что вот эти линейки позволяют вот такого размера вырезать. И линейка, и нож, конечно, и коврик убираете. Это тюльпан, да? Да, это тюльпан. И вот они женские свитшоты сошьют, и вот это вот сюда. Будут как бы, Аппликация. да, как бы аппликацию вот на свитшот. Это вот дорогой такой бренд есть в Астане. У них цех,
и им вот этот пэтчворка не хватало. Они говорят, мы не хотим, говорят, просто тупо вышивку сделать или тупо там налепить рисунок. Вкусно это вот когда вот это Да, печать, да. она такая. Вот, Хейтмейд хотела или что-то было, да? Ну, вот это интересно, да, действительно? Очень. Нет, она вообще, Атмосферное такое, ну. вообще и расцветка как бы, прям они в цвета подходят друг к другу. Вообще просто сказочно. Так. Вот такие у меня работы. Ну, если что-то интересует, можете приходить. Да, вот интересно. Да, Короче, маленькую подушечку я уже сделала. Это маленькая сумочка, а это маленький ремешочек. А потом, допустим, вот это я... Где вот этот сам блок? А, вот он. Вот я их друг к другу пришила. Сейчас покажу. Потом мне надо основку сделать. Для этого я беру вот по какой-нибудь линии, вот так ровно раскладываю. Вот, допустим, вот по этой линии ровненько разложила. Излишки я разрезаю так сюда поближе, чтобы скрыть. Мне надо вот это излишки разрезать, да, и оставлять вот это желательно равномерное вот это расстояние, чтобы не съесть. Вот когда Потом буду не пришивать, закусить, да, когда строчить. когда соседние буду блоки пришивать, надо сохранить вот эти уголочки. По пэтчворку вообще-то есть вот такие вот как бы негласные такие правила. Припусков, да? Да. Вот здесь на сантиметр я не вмещаюсь. На сантиметр не вмещаюсь. Значит, где-то чуть-чуть вовнутрь зашла. Вот так. Вот так. Где-то 0,8 у меня получается. Сдвинулась. Сдвинулась? А, ага. Вот. Ой, господи, мне так неудобно. Так, сейчас. Привыкла у себя на работе. Большой стол, и вокруг него я бегаю. Вот так. Потом встану, да? Да, вот так. И вот так с этой стороны оставляю 0,8. Вот, прижимаю только линейку. А это под углом 45 градусов от себя. Вот так. Теперь одна сторона у меня получается основана. Я его опять по какой-нибудь линии вот ровненько положила. Вот. Да, и вторую сторону также с таким же припуском. Так, на сантиметр не вмещаюсь. Вот так. Вот у меня вот эта сторона, видите, по этому по пунктиру проходит. Это сколько? 7 сантиметров. У меня блок получился 7-сантиметровый в ширину. Вот так. Вот ровненько положила. Ну, здесь, конечно, не идеально у меня сейчас получается. Потому что, видите, вот... Но знаете, как я хитрю иногда? У меня еще на работе же есть промышленная машинка, там припуск маленький. Когда у меня вот этого припуска мало остается, следующую деталь я пришиваю на той машинке. Да. А вот когда кусочками Вы имеете в виду, виду, там лапка же узкая, да? Да, Потому что я вот припуск купила, маленький. купила, блин, а они все на промышленную, на эти, на бытовые не встают. Тоже такие вот узких набрала, блин. вот так. Вот получается, вот сейчас обрезали лишний, и как бы вот так. А углы, получается, оформляете вот так, да? Нет. Нет, на углах я обычно, знаете, как делаю? Вот так разрезаю, чуть-чуть оставляю. Вот, допустим, вот эта серединка же, чтобы посерединке Тот прямой, Да. с припуском. Да, вот так. Вот, допустим, по этой линии ровненько положила. Вот здесь оставляю на припуск. И вот здесь, допустим, вот так разрезала. Вот так разрезала. И здесь у меня квадратное что-то встает. И здесь пойдет вот это. Но там смотрю по цвету.
Там должно быть у меня с этой стороны желтый, коричневый внаружи выйти. Ну, вот эти коричневые. Симметрично, здесь чтобы было. треугольник вышел, да. Ну, как бы стараюсь соблюдать симметрию. Спасибо большое. А у вас какой вид рукоделия? Ой, сейчас крестиком сижу, вышиваю. А? Все, на что руки... Ну, хорошо, это тоже хорошо. Ну, шить, вязать, прясть, игольное кружево. Очень было Стричь интересно. ногти. Давайте сейчас все продукты, которые мы сегодня сделали, выложим отдельно, покажем, что у нас сегодня получилось. Но они у нас без утюжки как-то не очень. Ну, это рабочий материал. Ну, давайте вот это покажем тогда, вот, который основан. А, наверное, вот сюда надо лучше. На эти маты, да? Сюда положить, наверное. Ага. Так, сейчас я здесь эти мусор уберу. Вот это ваше как бы было такое. Образец. Так. Видите, сколько времени и труда уходит. Угу. Можете приходить ко мне в мастерскую, если какие-то вопросы, спрашивать, подскажу, покажу. Мы начинаем или заканчиваем, Евгеньевич? Как по вашему сценарию? Микрофон у тебя, что ли? Заканчиваем? Хорошо. Так, все? Так, сюда, Желдыс. Или там, где стоим мы? Здесь мы разложили то, что у нас сегодня получилось. Возле экрана не надо. Где нам лучше стоять? Что? Как где хотите, я подстроюсь. Вот так, да? Так, стульчик сюда. Али мне нравится вот это. Все, начинаем. Это как прихватки. Все, Евгеньевич? Ткань продается, да? Так, девочки, тихо, мы заканчиваем, с вас говорим. Благодарим Желдыс за такой прекрасный мастер-класс. Я думаю, всем понравилось, и все будут смотреть, кто не успел прийти, но они прям планировали, и, возможно, вы потом выберете время, хотя говорите, что время драгоценно. Сейчас был настоящее время, сегодня был мастер-класс Желдыс Алиевой, резидента нашего Центра развития креативной индустрии. Очень хотелось бы, чтобы наши ремесленники, наши креаторы действительно развивали свое творчество, и давайте будем поддерживать друг друга. Спасибо. Спасибо вам. И общую фотографию, как всегда.